Вопрос по нефтепродуктам сначала, да, с учетом приглашенных, потом остальные вопросы. Нет возражений? Рынок нефтепродуктов в Абхазии, как вы знаете, регулируется государством в соответствии с законодательством. При этом с формальной точки зрения, обладая механизмом сдерживания путем определения предельной цены, государство в политике регулирования напрямую зависит от ценовой конъюнктуры Российской Федерации. Фактически мы по факту изменения цен на российском рынке вынуждены констатировать эту ситуацию со своими решениями. Прирост цен на нефтепродукты с прошлого года составил в среднем 12 тысяч рублей на тонну, и в процентном соотношении нефтепродукты, поставляемые в Абхазию, подорожали в среднем от 26 до 30%. В июне текущего года правительство увеличило предельные оптовые и розничные цены на нефтепродукты на 4 рубля. Повышение, как вы знаете, проходило в 2 этапа, однако стоимость поставки нефтепродуктов в июле-августе в расчете на 1 литр уже превышает установленные предельные розничные цены. То есть еще до тех расходов, связанных с обеспечением хранения, транспортировкой и реализацией нефтепродуктов, цена на входе уже превышает установленные предельные розничные цены. Конечно, дальнейшее искусственное сдерживание цен на нефтепродукты возможно только в случае применения механизма снижения налоговой нагрузки. При этом такая мера не может быть достаточно длительной, это может быть временная мера. При этом в текущих финансовых условиях она приведет к значительному выпадению доходов бюджета и невыполнению предусмотренных законодательством Республики Абхазия бюджетных обязательств. Безусловно, предлагаемое к рассмотрению решение правительства непопулярное, но вынужденная мера, но дальнейшее сдерживание цен может привести к образованию дефицита. Соответственно, стоимость поставки нефтепродуктов в августе уже составляет 60-61 тысячу тонну, что в перерасчете на 1 рубль составляет 46-47 рублей за литр. С учетом доставки и иных расходов, связанных с хранением реализации, предельно оптовая цена должна составлять 51 рубль и розничная 53 рубля. Мы сегодня подошли к тому, что постановление, которое было принято в июне месяце, к сожалению, не позволяет нам говорить о даже нулевой рентабельности. У нас происходит то, что значительным образом выросла себестоимость. Я могу привести пример. Последняя поставка, себестоимость последней поставки 92-го топлива на август месяц 49 рублей 53 копейки. В связи с этим для того, чтобы обеспечить бесперебойные поставки, продолжить, и для того, чтобы все импортеры имели возможность осуществлять поставки уже дальше в сентябре, вынужденная, непопулярная, но мера, которая позволит нам избежать дефицита. Вы наблюдали, что у нас 2 дня были небольшие перебои. К счастью, со вчерашнего вечера и уже сегодня ситуация нормализовалась. Мы со своей стороны, от лица нашей компании, соответственно, продолжаем переговоры о том, чтобы еще дополнительные объемы закупить. У нас уже в пути идут объемы, и тех объемов, которые у нас есть, значит, для собственных сетей, соответственно, мы удержим ситуацию и постараемся дальше для нужд, в том числе службы и органов жизнеобеспечения, а также других АЗС, продолжить им тоже отпускать это топливо. Учитывая то, что ситуация стабилизировалась, наш прогноз, что дефицита не должно быть. В связи с чем мы вчера обратились и призываем население не запасаться на много-много количества дней, поскольку ситуации с нехваткой не должно быть по нашим прогнозам. Но при этом, соответственно, мы просим рассмотреть возможность повышения для того, чтобы у нас эти возможности были далее. Мы понимаем, что есть определенные ограниченные возможности финансовые. Возможно, конечно же, механизм субсидирования либо снижения на период стабилизации налоговой нагрузки был бы менее болезненным для населения. То есть если есть какая-либо возможность, связанная с тем, чтобы возможно субсидировать наши затраты на объем НДС, который мы
платим при ввозе на территорию Республики Абхазия нефтепродуктов, они также, возможно, как бы возможность дала бы нам тоже дальше прогнозировать, что более-менее в следующем месяце ситуация была бы хорошая. Стараемся всеми силами не допустить дальнейшего дефицита на рынке, при этом не имеем никакого права и механизмов для несения отрицательной маржинальности для нашего общества. 92-й дизельный, к сожалению, находится в минусе, в полном, поэтому работаем дальше. При этом будем выполнять все указания ваши, правительства, президента, и строго действовать в соответствии с ними. Василий Александрович, вот представитель компании «Азид» ожидания на перспективу обозначил, что в случае принятия решения по таким розницам и оптовым ценам, что это временная мера. У вас такая же позиция? Мы не находимся ни на бирже, мы закупаем у ПАО «Укрроснефть» нефтепродукты по тем ценам, которые выставляет нам ПАО «Укрроснефть». Соответственно, прогнозы они нам вперед никакие не дают, никогда. То есть, если была стабильная ситуация в 2020 году из-за пандемии, да, то есть мы примерно понимали, что, скорее всего, в следующем месяце будет так же. В настоящее время этого нет. Каждая поставка увеличивает стоимость нефтепродуктов всех видов непредсказуемо абсолютно. Это не находится ни в моей компетенции, ни в моей власти, я на это никак не влияю. Значит, документы обращения все мои мною были подготовлены и направлены в компанию. Компания как бы вот так мне и сказала все дальше. То есть в целом. Но это не от нее, говорю, от себя лично, что никаких механизмов регулирования цен, входящих на нефтепродукты, у меня не существует. У нас такая же ситуация, как у наших коллег. На данный момент мы не можем осуществлять оптовые продажи в связи с повышением цены на нефтепродукты, но свои заправки мы обеспечим, дефицита у нас нет. Вот 22 июня уже позапрошлого месяца принималось решение об изменении цены, и при этом марка 95-го вышла из-под регулирования государственного. Это как-то помогло, повлияло на сдерживание? Или может в будущем повлиять? Да, это позволило нам увеличить немного по сравнению с разницу между 92-м и 95-м, как это было ранее, да, но тем не менее мы понимаем, что сильно большую разницу мы держать тоже не можем и компенсировать все абсолютно потери, которые у нас возникают в связи с тем, что просто люди 95-й вид топлива перестанут как бы покупать, и они значительно снизятся. То есть мы наблюдаем, что небольшое снижение есть в связи с тем, что цены выросли. В будущем, когда ситуация выровняется, то есть таких убытков не будет и уже будет какая-то рентабельность, мы прогнозируем, что да, конечно же, это положительно скажется и нам позволит какую-то часть компенсировать в этом плане. Мы данный инструмент предусмотрели именно для того, чтобы нивелировать возможные риски возникновения разницы. Однако такое существенное повышение цен в среднем от 6 до 7 рублей на 1 литр, учитывая удельный вес объемов продаж 95-го, он третий в позиции после 92-го и дизельного топлива, физически не может нивелировать данные издержки. Но, как сказал руководитель Азида, то это действительно, если ситуация с разницей в цене будет варьировать в пределах 2 рублей, 2-3 рублей, это единственный инструмент, который может в определенный период нивелировать данную ситуацию. А с учетом такого разрыва цены это физически невозможно. В количестве топлива, которое положено по лимитам, в соответствии с разницей в цене. То есть на вчерашние деньги, если вам было положено 1 литр, вы получите половину литра. Это для начала так. Поэтому хотел бы ваше мнение по крупной проблеме и по проблемам частного характера. Позиция следующая. Уплата налога на добавленную стоимость не только ввозного, а в принципе налога на добавленную стоимость. Дело в том, что если освобождать только от ввозного, появится оборот внутри, целиком. Надо, если доходить до такой меры, то здесь надо период выбрать и освобождать. Но, откровенно говоря, после проведения экономических расчетов и, несомненно, оценки потерь бюджета, сегодня министр экономики об этом четко сказал, что это не приведет к тому, к чему мы, по сути, могли бы стремиться. Поэтому позиция такая, причем, еще раз просто хочу повториться,
цены, которые устанавливаются, не более 51 рубль. Не более. Это не говорит о том, что надо вот твердо в 51 ставить. Поэтому я так полагаю, что компании, которые непосредственно занимаются, особенно тоже могут обратить на это внимание. Опт не более 51, розница не более 53. Каждые 10 копеек тоже очень многое значит, в том числе и для обеспечения поставок горюче-смазочных материалов для нужд, для государственных нужд. Вот. В этом смысле освобождение от налога на добавленную стоимость на месяц, на два не дал бы такой уже мощный эффект. При этом именно освобождение, а не отсрочка. Поэтому и рассматривается такая позиция, на мой взгляд. Но сразу могу сказать по прошлому решению. Вот члены правительства здесь находятся, они на себе это чувствуют при доведении объемов финансирования. У тех организаций, у кого предельные квоты на бензин остались, цена изменилась, естественно, все это бьет по их общему годовому бюджету. Значит, какие-то другие обязательства им придется сокращать. И, соответственно, финансовое обеспечение этих обязательств тоже будет прекращено. Это вот следующий случай, еще один, к которому мы будем прибегать. Поэтому я здесь внимательно тоже хотел бы, чтобы вы посмотрели на свои возможности. Оптимизация расходов на горюче-смазочные материалы, как и многих других расходов, это тоже ключевой фактор. Александр Золотинский здесь по отдельным мероприятиям в целях обеспечения безопасности в курортный сезон. Там надо нам внимательно, как и всегда, посмотреть органы внутренних дел и другие организации. Здесь оптимизация может быть не самая масштабная, но все-таки надо внутри промониторить, сколько горюче-смазочных материалов можно будет отпустить. Ну а по другим ведомствам, конечно, прежде всего это в интересах самих министерств, прежде всего. Вот, потому что не обеспечивать выполнение основных обязанностей, а с учетом роста цен на ГСМ направлять средства на оплату горюче-смазочных материалов, ну, я бы сказал, что от этого можно какое-то время воздержаться, хотя бы на месяца 2-3. Потребление в этот период, именно в этот летний сезон, у нас значительно выше, чем аналогичные периоды прошлого и 2019 годов. Некий небольшой дефицит, который вот в этот период сутки-двое образовался, это не значит, ситуация, связанная с тем, что это невыгодно, а ситуация с тем связана, что спрос значительно выше тех объемов поставок, к которым они ежегодно, в принципе, привыкли и планировали. Я знаю, что в среднем прирост составляет порядка 25-30% от текущего потребления 2020 и, соответственно, 2019 годов. Ну, 2020 был не лучшим, поэтому на него не ориентируемся. Я говорю о цифрах 2019, сроки поставки. Они практически удваиваются, потому что напряженность на участках железной дороги высокая, в том числе с увеличением количества пар пассажирских поездов, и они всегда в приоритете. То есть, если в среднем от 5 до 7 суток груз доставлялся в Абхазию по времени, то сейчас он увеличивается, и бывает, что вагоны отстаиваются на отдельных станциях, пока пропускают вперед пассажирские поезда. Я хочу, чтобы понимали, что это вызвано в том числе и этим. Автомобилисты решили заполнить баки. Ну и правильно сделали, ничего в этом плохого нет. Но почему-то мало кто говорит, что количество машин, которые сегодня ездят по дорогам Абхазии, в разы выросло, в разы. Такой высокий курортный сезон. И поставщики топлива это должны учитывать, они это и учитывают. Объемы другие. Но у нас давно не было так называемых перебоев. Их и нет, и, как я понимаю, не будет. На самом деле все подробно изложено. Здесь больше не вопросов и замечаний, а пожеланий. Очень хотелось бы верить в то, что вот этот кризис, так скажем, который сложился на, я так понимаю, мировом рынке нефтепродуктов, а мы
являясь частью всей этой общей инфраструктуры, тоже непосредственно должны на это реагировать. Для меня очевиден один очень важный момент, что мы столкнулись с еще одной глобальной проблемой, о которой должны думать заранее. Те предложения, которые озвучивали здесь в части освобождения от налога на добавленную стоимость, они даже теоретически нереализуемы в рамках действующего бюджетного и налогового законодательства. Это говорит о том, что мы уже в этом году, планируя бюджет на следующий год, должны предусматривать какие-то механизмы, какие-то возможности по оперативному реагированию на подобного рода ситуации, которые позволят нам в будущем с ними справляться, так скажем, более безболезненно. А повышение цен на продукты питания не происходит с прошлого года, в том числе, которые в корзине потребительской. Разве это не так? С прошлого года разве не выросла цена на масло, на сахар, на крупы, на макароны, на гречку, на овощи, на фрукты? Это не происходило с прошлого года? И с начала этого года происходило. Что-то мы не обсуждаем почему-то эти темы. А что происходит на рынке пиломатериалов, на рынке металлов разных? Мы сейчас с этим сталкиваемся после 2 стихий. Видим, какова цена. В 2-3 раза. Хотя, говоря о бюджете, мы должны сказать и налоговикам, и таможенникам, и другим администраторам, что они хорошо поработали. Если сравнивать с 2019 годом, то показатели значительно выросли. Но значительно выросли и расходы. Так, Владимир Валерьевич? Значительно выросли и расходы. Мы еще не приступили к компенсации, частично компенсации ущерба, который нанесла стихия. Мы только сумели направить деньги в Гуюрьевский район на небольшое число, на восстановление небольшого числа кровель частных домов. Вчера глава Гудаутского района привез документы на 60 домовладений, а еще больше 200 у него в работе по подтоплению в городе Гудаута. Вчера был глава города Сухума, там 104 частных дома пострадало во время первой стихии, 24 высотных дома, другие объекты. Подсчеты только ведутся, во что это может обойтись. Там тяжелая, долгая, кропотливая работа по составлению документации, смет и многого другого. И все это ложится на бюджет. Поэтому выпадение из него в виде, пусть не платят налоги какое-то время и так далее, они неэффективны. На слух они актуальны, но неэффективны. Это не сработает. Поэтому надо воспринимать эту проблему как экономическую категорию. Да, мы можем административными рычагами пытаться влиять на это, но это противоречит, вступает в противоречие с правилами игры на рынках того или иного вида продукции. Мы зависимы абсолютно от России. То, что мы закупаем бензин там, влияет на то, что так, как происходит на мировом рынке повышение цен, от этого мы зависим. У нас нет своих возможностей добывать и перерабатывать нефтепродукты. Точнее, есть возможность, но мы этого не делаем. Вами было правильно абсолютно замечено, что повысилось количество транспортных средств, прибывающих в Абхазию. Если вы позволите, я бы хотел официальный документ нам прислала Федеральная таможенная служба Российской Федерации. Значит, в нормальный период транспортных средств, пересекающих российско-абхазскую границу, должно составлять 1500 единиц. Из них 1250 легковых автомобилей, 150 единиц пассажирских и грузовых, соответственно. На данный момент российско-абхазскую границу
в пиковый так называемый период, а он именно сейчас, границу пересекает 9558 машин. Это в сутки. И естественно, потребление выросло. Это мы вообще столкнулись с беспрецедентным количеством туристов, что с одной стороны несет за собой нагрузку, но в то же время это большое подспорье для пополнения бюджета нашей республики. От лица Министерства внутренних дел я хочу доложить, что мы начали, я поручил соответствующим службам начать проверку для того, чтобы понять, искусственно была создана ситуация с тем, что вчера был какой-то некий дефицит топлива, чтобы не было такого, что частные компании оказывают какое-то давление на исполнительную власть для того, чтобы принять решение о повышении цен. Естественно, то, что услышали мы сегодня, оно имеет место, что в Российской Федерации повысились цены, но то, что это не окончательная цена, я думаю, это должен прогнозировать Кабинет министров в первую очередь. Поэтому мы проведем соответствующие проверки и надеемся на добросовестную работу наших топливных компаний. По нашей информации, что это было создано искусственно. Дефицита пока никакого нет. Но повышение цен в Российской Федерации есть, естественно, принимаются решения. Конечно же, повышение цен на топливо, оно, безусловно, повлияет на все, и мы это уже ощущаем по работе. Но это вынужденная мера, и все прекрасно понимают, что республика не может регулировать международные рыночные отношения, и поэтому я думаю, что все подойдут с пониманием. Касаемо других моментов, конечно, нас немножко настораживает то, что сокращение там по топливу. На самом деле, как уже до этого было отмечено, нагрузки большие, в том числе и проведение спасательных работ. Чем больше туристов, тем больше проблем. А этой проблемы надо решать. Мы не можем говорить, что у нас не хватает топлива или цена поднялась. Мы как выполняли, так и будем выполнять. Но пока выходим из ситуации, я надеюсь, что дополнительно по поступлению проблем будем решать совместно, будем согласовывать, как мы и прежде это делали. Если смотреть на цены на бензин на начало года, было 41, насколько я помню, на 92-й дизтопливо, розничная цена. Сегодня 53, если мы примем решение, это на 12 рублей и примерно на 25-30% повышается с начала года. И как вы уже здесь сказали, это отражается и на транспортные услуги, на цены на продукты, соответственно, на прожиточный минимум, на уровень жизни нашего населения. И тут возникает необходимость задуматься над повышением и без того мизерных размеров социальных выплат, а также заработной платы работников бюджетной сферы. Вот. В следующем году удержать на работе работников, например, моего министерства, очень трудно будет с такими заработными платами. Для того, чтобы повысить социальные выплаты, все, которые у тебя на бумаге, тем более повысить заработную плату, нужно заработать эти деньги. И зарабатывать их систематически. Повышение не на один день же, верно? И таких проблем в абхазском государстве, в абхазском бюджете очень много. Мы готовы к спокойному, взвешенному, грамотному обсуждению подобного рода тем. У нас грамотное население. Абхазия всегда была читающей страной, интересующейся разными проблемами. И я уверен в том, что наши граждане понимают, что происходит, вот в том числе на топливном рынке. Конечно, я с тобой согласен, Руслан, если мы урежем количество топлива вашего министерства, это существенно не повлияет на вашу работу. Но мы не можем урезать топливо Министерству внутренних дел. У них огромный объем работы в этом году. Мы не можем урезать топливо
Министерству по чрезвычайным ситуациям, Службе госбезопасности, Министерству обороны, Министерству здравоохранения нагрузки только растут. Конечно, будем урезать тем ведомствам, на которых это не повлияет существенным образом. И тут должен быть подход одинаковый, понятный, государственный подход. Соглашаемся с предложениями Министерства экономики, с теми предложениями, которые на бумаге. И говорим, что это вынужденная мера, на которую не пойти мы не можем. Если мы будем по-другому оценивать ситуацию, то будет просто дефицит топлива. Первый вопрос о повышении зарплаты основных категорий работников. По системе просвещения среднее повышение составит до 26%, начиная с 1 января текущего года. В системе здравоохранения до 25%. Еще раз хочу обратить внимание на то, что об этом часто говорят, уже когда после того, как принято решение, установленные размеры до 20 тысяч, до 25 тысяч. Это предельные значения среднего показателя. Это говорит о том, что средняя заработная плата составит именно столько, сколько указано в проекте, но она внутри может варьироваться в зависимости от выполняемой работы работникам бюджетной сферы. Так, зарплата у нас может находиться и на уровне 15 тысяч рублей, и на уровне 35 тысяч рублей. Но в среднем она должна достигнуть тех предельных значений. Не лишним осветить количество, а вернее численность работников бюджетной сферы по повышаемым категориям. В нашей стране педагогических работников 3527. Вот на эту категорию будет распространено повышение. Педагогических работников дошкольных образовательных учреждений 448. Врачей 718. Средний 1535. Младший 615. Это вот основные категории, которые подлежат индексации. Если члены правительства одобрят, соответственно, проект, эти бюджетные ассигнования уже предусмотрены в проекте закона о внесении изменений в республиканский бюджет. Общий объем на эти цели направится в этом году в сумме 275 миллионов рублей. Средства есть в бюджете, правовые основания появляются. Еще одно. Министерство финансов будет доводить ассигнования на эти цели только после предметного обсуждения каждой бюджетной сметы и каждого штатного расписания с учетом мер по оптимизации штатной численности учреждений. Работа в этом направлении заканчивается, можно сказать, полностью завершена. Есть достаточно хорошие результаты, объективные, при этом абсолютно не нарушая уровень доходов по тем штатным единицам, которые подлежат оптимизации. Уважаемые члены правительства, пунктом номер 2 повестки дня стоит проект постановления о порядке реализации трудовых книжек и вкладышей в трудовые книжки. Как помнится, 21 июля было принято решение, решение Кабинета министров, в котором давалось поручение Министерству финансов утвердить формы, осуществить мероприятия по размещению заказа трудовых книжек и вкладышей к ним и другие провести Итог какой, Владимир мероприятия. Владимирович? Итог. Все было завершено, Так. сделано. Так, Вот. Последующий путь – это установить стоимость давайте. бланков. Она устанавливается на уровне 260 рублей за одну трудовую книжку и 100 рублей за вкладыш. Как известно, трудовая книжка, в случае, если она не теряется, приобретается один раз. А вот мы учли в том числе и всю конъюнктуру стоимости. При этом все трудовые книжки будут переданы РУПу «Абхаз-Универсал-Торг» для реализации на территории Абхазии. Средства, вырученные от реализации без учета надбавки,
максимальная, которая составит 30% с учетом налога на добавленную стоимость, будет поступать в доход республиканского бюджета. Образцы книжки на прошлом заседании были показаны. Так что в этом смысле работа завершена. Вашему вниманию представлен проект постановления о заключении соглашения между правительством Республики Абхазия и правительством Боливарианской Республики Венесуэла о взаимной отмене визовых требований для владельцев дипломатических и служебных паспортов. Прошу вас поддержать данное постановление, которое даст возможность владельцам дипломатических и служебных паспортов пребывать без визы на территории соответствующих стран в течение 90 дней. В рамках реализации программы формирования общего социально-экономического пространства между Республикой Абхазия и Российской Федерацией на основе гармонизации законодательства Республики Абхазия с законодательством Российской Федерации Министерству здравоохранения Республики Абхазия делегированы полномочия по разработке и подписанию соглашения между Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Министерством здравоохранения Республики Абхазия о сотрудничестве в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, срок 2021-2022 года. В рамках рабочей группы по гармонизации законодательства Республики Абхазия с законодательством Российской Федерации проект соглашения подготовлен к подписанию. Согласован со всеми заинтересованными ведомствами, учтены все замечания и предложения, исчерпаны все внутригосударственные процедуры. Представляем информацию о проделанной работе контрольно-ревизионного управления Министерства финансов за 2020 год. Информация предоставляется краткая. 2020 год характеризовался проверками в 27 объектов контроля. Силами контрольно-ревизионного управления осуществлялись контрольные мероприятия за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, за использованием государственной собственности и имущества. В результате проведенных контрольных мероприятий выявлены в общем нарушения на сумму 434 миллиона рублей, среди которых большая часть относится к нарушениям, которые не являются прямо финансовыми и полностью не относятся к нецелевому использованию. Однако такие, несомненно, нарушения тоже есть. Так, к примеру, к нарушениям в области налогового законодательства 44 миллиона установлено, 56 миллионов в области ведения учета бухгалтерского, нарушения при использовании государственной собственности более 2 миллионов, а точнее 2,3 миллиона, нецелевое использование 14,5 миллионов рублей, неэффективное 33 миллиона, иные нарушения 282 миллиона. Под иными нарушениями, чтобы так не раскрывалось, там нарушения связаны с изъятием, в том числе в отдельных республиканских унитарных предприятиях, несанкционированная выборка, ну и подобные мероприятия. Чем занимается контрольное управление после того, как выявлены нарушения в сфере финансов? Несомненно, опираясь на бюджетное законодательство, тут же применяются меры, которые предусмотрены. Я коротко хочу сказать, что в результате контрольных мероприятий, в том числе при использовании бюджетных средств министерством и ведомством, в частности, Министерства культуры, были применены бюджетные меры принуждения в виде прямого ограничения доступа к финансовым ресурсам в объеме 3,2 миллиона рублей, Государственного комитета по спорту 5,6 миллионов рублей. Характер нарушений и недостатков, как показали проверки, в основном идентичен. Что происходит в министерстве, что происходило? Что за отношение к деньгам бюджетным? Сижу на дефиците и делаю то, что хочу, да? Или что? Или я министр, и мне все можно? Устанавливаются такие нарушения, которые характеризуются как неэффективное, нецелевое, а именно использование средств на цели, не предусмотренные при их предоставлении, в отдельных случаях отсутствие оправдательных документов. Большая часть средств наблюдается из общих нарушений
по договорам, которые были заключены, но результаты по ним так и не получены. Вот это такая характерная черта при использовании средств. Поэтому, обращая на это внимание и вот опираясь на самый главный принцип, прежде всего, так называемая мера должна быть оказана путем сокращения бюджетного финансирования, то есть рублем. Мы применяем первоначально именно такой способ. Кроме того, результаты всех контрольных мероприятий, проводимых контрольной палатой, разумеется, поступают к нам для реагирования. После каждого материала Министерство финансов направляет предписание тем учреждениям, которые находятся на бюджетном финансировании, для устранения нарушений, выявленных контрольной палатой. Потом уведомляем, соответственно, и Кабинет министров, и саму контрольную палату. Таких нарушений тоже по объемам немало. Учитывая те обстоятельства, в которых мы сегодня находимся, предписания выданы всем объектам. По некоторым объектам что-то удалось устранить, по некоторым до сих пор еще нет, не удается. Причины там разные, в отдельных случаях могут быть отсутствие необходимых документов, данных, которых там восстановить нельзя, либо уже никак нельзя изменить ситуацию к лучшему. Но работа ведется. Я еще хотел бы напомнить о том, что рассмотрено в 2020 году контрольное мероприятие, вернее ее результаты, проводимым российскими коллегами, а именно Федеральным казначейством за целевым и эффективным использованием средств российской финансовой помощи. По результатам проверки был проинформирован Кабинет министров, были, соответственно, направлены официальные предписания тем министерствам, ведомствам, в частности, Министерство обороны, Министерство внутренних дел, и многие другие. Выявленные проверкой недостатки в основном были устранены, но вместе с тем, обращая внимание на особую важность при использовании бюджетных средств, вышло распоряжение премьер-министра 25 декабря 2020 года о мерах по контролю за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, в котором напрямую было поручено руководителям центральных органов госуправления, в данном случае тех объектов, которые подлежали контролю, Минобороны, здравоохранения, внутренних дел, управления капитального строительства, усилить контроль за целевым и использованием средств, рассмотреть вопрос об ответственности должностных лиц, чьи действия привели к финансовым нарушениям при использовании средств финансовой помощи Республики Абхазия. На что не имеют права министры, председатели госкомитетов, директора предприятий государственных? Вот часть из них сидит здесь. На что не имеют права? То, что связано с бюджетными деньгами, с материальными ресурсами другими. На что они имеют право? Они имеют право обедать в ресторанах города Сухума за бюджетный счет. Давайте договоримся. Или позовем представителей СМИ и скажем: министерство такое-то, сделано вот это делать нельзя. Материалы направлены в Генеральную прокуратуру, благо сидят рядом. Бумаги, которые выходят из-под пера работников КРУ, они должны быть понятны и иметь смысл. Или не надо вообще проводить эти проверки. Они все это в актах отражено. Акты должны иметь перспективу. Если акт, который требует популяризации этого чиновника, давайте мы о нем скажем, что это образец руководителя. Если в акте написано то, что чиновник не должен был делать, давайте мы об этом скажем. Мы же не Facebook, мы ничего придумывать не будем. У нас тоже организация бюджетная. Мы за счет бюджетного финансирования живем. Значит,
Ну, стараемся, как бы, чтобы у нас все было постатенно, значит, все наши расходы шли. Но у нас есть казначейство, которое нас очень серьезно контролирует. Я очень рад этому обстоятельству. Они очень молодцы по отношению к нашей организации, я имею в виду. И у нас очень хорошее, четкое взаимодействие. Вячеслав Сергеевич, большая часть нарушений выявляется при проведении последующего контроля. Казначейство осуществляет текущий контроль, а вот последующий, как используется то имущество, на деньги которого куплено. Давайте идти по следу. Материалы весомые в Генеральную прокуратуру, в МВД. Договорились? Спасибо. Тогда все, спасибо за работу.